Надо, наверное, Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы начинаем наш вебинар, касающийся сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной организации. Сегодня будем вещать мы вдвоем: Юлия Валентиновна Живилова, это я, и Ольга Валерьевна Борисова. Мы специалисты Центра, Республиканский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Еще раз всем добрый день и начнем нашу работу. В принципе, я думаю, что здесь собрались заинтересованные люди, и уже есть вопросы, на которые мы дадим ответ в процессе нашего выступления и нашего вебинара. Для того, чтобы нам вместе оперировать одинаковыми понятиями, разберемся, что такое ребенок или лицо с ограниченными возможностями здоровья. Это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом или психологическом развитии, подтвержденное психологом медико-педагогической комиссией и препятствующее получению образования без создания специальных условий. Соответственно, ребенок или лицо с ограниченными возможностями здоровья нуждаются в создании специальных условий. И эти специальные условия определяет психолого-медико-педагогическая комиссия. У нас в республике 19 ПМПК, в Уктыле нет у нас ПМПК, но все нуждающиеся дети и родители получают квалифицированную помощь в близлежащих ТПМПК. Кроме того, на всю республику работает Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия, которая располагается в Сыктывкаре по адресу улица Пушкина, 89. Работает круглогодично и принимает не только спорные вопросы, но и всех желающих, которые, скажем так, нуждаются в определении образовательного маршрута из территорий, с районов, городов нашей необъятной республики. Нужно сказать, что за прошлый год, за 2020 год, около 3000 проведено обследований по всей территории республики, и статус лицо или ребенок с ограниченными возможностями был где-то около 2000 детей и подростков получили этот статус ограниченной возможности здоровья. Не стоит путать с ребенком с инвалидностью. То есть бывает, что есть ребенок с ограниченными возможностями здоровья, но не являющийся ребенком-инвалидом, и наоборот, в принципе. Да? Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функции организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм, дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности, вызывающими необходимость их в социальной защите. Лицам в возрасте до 18 лет устанавливается статус категория ребенок-инвалид. И в этой связи есть такие, то есть вместе со справкой об инвалидности в бюро МС дети получают индивидуальную программу реабилитации-абилитации, в которой заключается тот перечень условий, которые необходимо создать для того, чтобы ребенок активно и успешно социализировался и восстанавливался, компенсировался в определенных видах деятельности. Для тех, кто получил статус ограниченной возможности здоровья, будет и разрабатывается адаптированная образовательная основная общеобразовательная программа. Это программа, которая адаптирована для обучения обучающихся с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекционную составляющую и успешную социальную адаптацию, то есть обеспечение специальных условий. Вот эти циферки, да, 2325 детей, им присвоен статус ОБЗ в 2020 году. А детей-инвалидов по республике около 7000. Но вот в нашей базе, в базе Центра Республиканского, где сосредоточена вся информация по детям-инвалидам с 2016 года, которым назначается через МСИ ИПРА, их около 3000.
Ну, дальше что мы можем сказать? Обязательно при работе, при организации деятельности по сопровождению детей с ограниченными возможностями и инвалидностью необходимо опираться на нормативную базу. И именно в этой нормативной базе будет весь, скажем так, сосредоточен весь багаж, скажем, тех посылов, которые необходимо исполнить при организации сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Прежде всего, мы ориентируемся на федеральный закон об образовании, где очень много статей, которые посвящены этой теме. Это закон о социальной защите инвалидов Российской Федерации, приказ об утверждении положения о ПМПК, потому что ПМПК, в принципе, такой центральный орган, который и отвечает за то, чтобы детям присваивать или подтверждать или не подтверждать статус ребенок или лицо с ограниченными возможностями здоровья. Если инвалидность у нас назначает бюро МСЭК, да, то именно комиссии психолого-медико-педагогические ответственны за то, чтобы у нас были дети со статусом СОВЗ, ребенок с ОВЗ. В ГОСы обязательно всех уровней образования должны быть изучены, и блоки, которые касаются обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, должны быть в арсенале, в активе. Порядки, приказ Министерства образования и науки по утверждающий порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, начального общего образования должны быть в активе. Кроме того, есть примерно адаптированные основные общеобразовательные программы, соответствующие уровню и направления, которые можно использовать как основу для разработки своих программ с учетом специфики образовательной организации, с учетом специфики и особенностей психофизиологических особенностей и индивидуальных возможностей ребенка, который пришел в школу с родителями с заключением о том, что у него есть такой статус и необходимо ему создать какие-то определенные условия. Если говорить о законе об образовании, вот, например, статья 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации», то мы видим, что в этой статье 28 есть такие пункты, которые определяют полномочия образовательной организации. То есть образовательная организация, она полномочна какие-то разрабатывать локальные акты, принимать какие-то, проводить материально-технические мероприятия по оснащению помещений, оборудованию, установлению каких-то штатных расписаний. Поэтому, когда возникает вопрос о том, что не хватает в школе учителей-дефектологов, логопедов, педагогов-психологов, зачастую укладываются в, скажем так, обоснование наличия данных специалистов в учреждении через администрацию, через руководителя эти вопросы должны решаться. То есть, если вы чувствуете, что в вашей организации жизненно необходим какой-то из специалистов, то, соответственно, обоснование этой деятельности для руководителя необходимо подготовить и продвинуть это направление. То есть в компетенцию образовательной организации, в принципе, входит обеспечение и кадровое тоже. Статья 42, наша любимая статья, основа этой статьи, вернее, эта статья является основой обеспечения всей психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи обучающимся в рамках образовательной организации. Мы на эту статью всегда опираемся, и даже если ребенку не присвоен статус ребенок с ограниченными возможностями здоровья, мы можем, в принципе, в рамках этой статьи оказать ему помощь. То есть статус не подтверждается. В заключении по МПК мы пишем, что статус не подтвержден, но по статье 42 мы можем прописать коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, логопедом и так далее.
И все, никогда мы не забываем, что мы работаем с родителями, и на основании заявления согласия в письменной форме родителей мы работаем всегда. Для того, чтобы начать работу, вот, допустим, ребенок пришел к вам, вернее, родители пришли с ребенком и принесли заключение психолого-медико-педагогической комиссии. Обязательно должна копия быть в личном деле ребенка, заявление родителей на имя директора о создании специальных условий и также согласие родителей на то, что будут проведены соответствующие обследования в рамках работы психолого-педагогического консилиума. И обязательно консилиум должен быть извещен о том, что в образовательной организации появился ребенок с ОВЗ. То есть психолого-педагогический консилиум должен быть в курсе о том, какие дети обладают статусом ОВЗ. И у родителей есть права. Есть права выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка, а также с учетом рекомендаций комиссии, формы получения образования и формы обучения организации, осуществляющей образовательную деятельность. То есть мы не можем заставить родителей пойти в ту или иную школу, в ту или иной детский сад, и даже в заключении комиссии мы определяем только адаптированную образовательную программу, и все. То есть мы в устном общении можем порекомендовать спектр образовательных организаций, где могут полноценно быть оказаны те необходимые услуги ребенку и созданы оптимальные условия для его полноценного развития и компенсации всех его дефицитов. Но как конкретно вы, скажем так, вы предлагать, допустим, уйти из образовательной организации или пойти в какую-то другую образовательную организацию, мы не можем. То есть родитель вправе выбирать, где будет учиться его ребенок. Вот. А родители, кроме того, что они имеют права, они еще имеют свои обязанности. И тут тоже необходима работа психолого-педагогического консилиума и социальных педагогов, в частности, в том, чтобы отслеживать ситуацию, все ли дети получают полноценное образование и всем ли оно доступно, не как-то родители не преграждают ли вот эти вот пути для развития и коррекции ребенка. И если возникают ситуации, когда ребенок не учится, не аттестован и систематически не успешен в учебе, то это такой сигнал для социального педагога, чтобы поработать с родителями, обратить их внимание на то, что они все-таки имеют обязанности в рамках исполнения законодательства Российской Федерации. Ну и в каких-то экстренных ситуациях может подключаться комиссия по делам несовершеннолетних даже. Статья, мы все еще говорим о законе об образовании Российской Федерации. Статья 79. Организация получения образования обучающимся с ОВЗ. И тут мы видим, что есть содержание образования, которое определяется через адаптированную образовательную программу. А если мы говорим о детях еще из инвалидах, то здесь уже в соответствии с ИПРА определяются какие-то специфичные условия, которые указаны в ИПРА. Общее образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам. В таких организациях создаются условия. Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ОВЗ в настоящем законе об образовании понимаются условия обучения, воспитания, развития и включают в себя то, что, в принципе, есть в любом заключении
ПМПК, использование специальных образовательных программ и методов обучения, использование специальных учебников, учебных пособий, материалов, использование специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента, помощника или тьютера, ассистента, оказывающего техническую помощь, тьютера, оказывающего такую организующую помощь, проведение групповых индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание, другие условия какие-то, которые могут улучшить качество реализации программ обучения. Организация обучающихся с УВЗ может быть организована либо совместно с нормативными детьми, так в отдельных классах, так и в отдельных образовательных организациях. Если говорить о приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года, 1082 номер, об утверждении положения психолого-медико-педагогической комиссии, то мы видим, что целью психолого-медико-педагогической комиссии является своевременное выявление детей с особенностями физического и психического развития, в отклонении в поведении. Цель комиссии заключается в том, чтобы вовремя их выявить и сделать так, чтобы подготовить те рекомендации, те посылы для образовательной организации, которые помогут ребенку в дальнейшем выровняться или компенсировать те отклонения, которые у него есть на данный момент. По результатам комплексного обследования ребенка комиссия готовит рекомендации по оказанию помощи психолого-медико-педагогической ребенку. В случае необходимости комиссия вправе подтвердить, уточнить, изменить ранее данные рекомендации. То есть ребенок может и повторно попасть на психолого-медико-педагогическую комиссию, этого не надо бояться, и в принципе это явление нормальное в практике и нашей комиссии тоже. Пункт 23 этого приказа говорит о том, что и касается родителей, и в принципе до родителей это тоже надо доносить, что заключение психолого-медико-педагогической комиссии является для родителей рекомендательным таким документом, где предлагается родителям посотрудничать с образовательной организацией соответствующей, чтобы создать для ребенка оптимальные условия для обучения, воспитания, развития. Действует, если, скажем, сегодня прошел ребенок комиссию психолого-медико-педагогическое обследование, то заключение, которое было выдано, будет действовать в течение года. Значит, сегодня у нас какое число? 16 февраля. 17 февраля, да? 17 февраля. Вот, и 2021 года, то есть до 16 февраля 2022 года будет действительно это заключение, если родитель его, скажем так, на следующий день не унес в образовательную организацию. То есть данный документ действительно в течение года с даты его подписания. Если родитель уже предоставил в образовательную организацию данный документ, то он будет действителен до окончания той ступени, того уровня образования, который там был заявлен. Например, на весь дошкольный, на уровень дошкольного образования, начального общего образования и так далее. И видите здесь такую строчку: не допускается частичное создание условий получения образования. В принципе, то, что записано в заключении, и должно быть исполнено в полном объеме. И основывается оно не только на положении психолого-медико-педагогической комиссии, но и на законы нашей России. Ой, что-то я наделала, извините. Так, что мы где были? Вот здесь, да?
Так, прошу прощения. Кто направляет ребенка на психолого-медико-педагогическую комиссию? Кто проходит обследование? Конечно же, в первую очередь это заинтересованные в будущем своего ребенка родители, законные представители, заявка учреждений может быть, это могут быть не только детские дома и интернаты, но и обычная образовательная организация, школы, психолого-педагогический консилиум образовательной организации тоже может вынести такое представление, что того или иного обучающегося с согласия родителей направить на психолого-медико-педагогическую комиссию. Это могут быть организации социального обслуживания, медицинских организаций и других организаций. Может быть, бюро МСЭК, да, которое определяет инвалидность для детей. Пункт 14 положения об этом говорит. Кто проходит обследование на ПМПК? Обучающиеся, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных программ, испытывающие трудности в развитии и социальной адаптации. Это могут быть и дети с ОВЗ, это могут быть дети инвалиды и лица с инвалидностью, несовершеннолетние обучающиеся, признанные в случаях и порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые по какому-то уголовному делу. Такой термин среди психолого-медико-педагогического консилиума, в кавычках, скажем так, несовершеннолетние. Заключение. Коротенько можете посмотреть, что в заключении комиссии определяется, если ребенку присвоен статус ребенок или лицо с ограниченными возможностями здоровья, то прописывается обязательно адаптированная образовательная программа. То есть давайте сначала, да, там идут какие-то метрические данные о самом ребенке, будут основные проблемы, которые выявлены в ходе комплексного обследования. Будет информация о том, подтвержден ли статус ОВЗ, ребенок с ОВЗ или лицо с ОВЗ, и нуждается или не нуждается в каких-то специальных образовательных условиях. И дальше первый пункт будет назначение или не назначение, рекомендация или рекомендация адаптированной образовательной программы. И если в шапочке не будет написано, например, подтвержден статус лицо с ограниченными возможностями здоровья, но будет прописана адаптированная образовательная программа, это равно, получается, только детям с ограниченными возможностями здоровья, скажем так, прописывается адаптированная образовательная программа. Прописывается обязательно уровень образования, на который будет, там, либо на учебный год будет адаптированная образовательная программа назначена, либо на весь период уровня образования. То есть вот вы видите все те пункты, которые в заключении есть. Это будет вариант программы, специальные методы, учебники, пособия, технические средства, организация пространства, предоставление услуг тьютера, направление коррекционной работы, кто ребенку в первую очередь нужен из специалистов, педагог, психолог, логопед или учитель-дефектолог, может быть, социальный педагог. И обязательно срок с целью подтверждения ранних рекомендаций. Срок последним пунктом идет, скажем так, информация, когда нужно пройти повторное обследование, нужно ли его вообще проходить. При переходе с одного уровня образования на другой, уточнение ранее данных комиссии, рекомендаций или уточнение медицинского диагноза или на какой-то определенный временной промежуток времени. То есть все зависит от тех особенностей ребенка, которые выявлены в ходе комплексного обследования и анализа медицинской документации, характеристик образовательных организаций. Кстати, характеристики образовательных организаций очень важны в работе комиссии, и к составлению этих психолого-педагогических характеристик
необходимо подходить очень тщательно и основательно. Так. А что не должно быть в заключении ПМПК? Указание на конкретную образовательную организацию. Мы, в принципе, об этом чуть раньше сказали. Указание, что ребенок не обучаем. То есть мы всех детей обучаем, для всех должны видеть перспективу для их дальнейшего развития, социализации и воспитания и обучения. Вот. И кроме того, в компетенцию ПМПК не входит такой пункт организации обучения на дому. И всегда, когда вы видите заключение, и там надпись «Организация обучения на дому», мы подразумеваем еще продолжение при наличии акта врачебной комиссии. И именно врачебная комиссия, она в этом деле задействована. По вопросу организации обучения на дому. Был вопрос о том, что мы с вами... Сейчас зачитаю вопрос, да? Это не про на дому, а про индивидуальный план. Так. Ну ладно. Все равно чуть позже ответим. По вопросу организации обучения на дому. Федеральный закон об образовании у нас 41 статья «Охрана здоровья обучающихся» гласит, что обучение, выдержку, да, из этого пункта, обучение таких детей, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию, может быть организовано образовательной организацией на дому или в медицинских организациях. Основанием для организации обучения на дому или в медицинской организации является заключение медицинской организации. И только оно. И письменное заявление, обращение родителей и законных представителей. То есть вот эти два документа, заключение медицинской комиссии и заявление родителей, основания для организации работы на дому. Если родители представят такой акт в комиссию, то, соответственно, будет включена такая строка, что организация обучения на дому при наличии акта ВК. Порядок регламентации оформления отношений государственной муниципальной образовательной организации родителей, обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, то есть на уровне республики нашей. И мы такой документ имеем по индивидуальному, по организации обучения по индивидуальному учебному плану. По этому направлению в Федеральном законе об образовании Российской Федерации есть пункт 23, статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем законодательстве. Мы видим, что индивидуальный учебный план – это учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации и ее содержания с учетом особенностей образовательных потребностей конкретного обучающегося. И можем ли мы... То есть мы говорим о том, что индивидуальный план, он ориентируется на возможности, особенности ребенка. И если есть какие-то медицинские показания на то, чтобы мы изменили, как, скажем так, перераспределили часы, усилили коррекционный блок, то мы с вами это можем сделать. То есть перераспределение часов в рамках учебного плана возможно, если есть на то медицинские показания. Вот. То есть мы обязательно должны исходить из возможностей, особенностей ребенка. И
Решить это можно в рамках психолого-педагогического консилиума, и обязательно при этом должно быть согласие родителей. То есть если у ребенка нет возможности выполнять те или иные учебные действия, то в рамках комиссии необходимо подобрать те направления, которые бы согласовались с его возможностями. Там, заменить трудовую деятельность, например, да, или делать в том объеме, в котором он способен выполнить. Еще раз повторю, что должно быть медицинское какое-то показание, то, чтобы мы могли корректировать учебный план. Ну, у нас тут возникла полемика тоже между специалистами нашего центра, можно ли уменьшить количество часов. Ну, о перераспределении мы можем сказать с уверенностью, да, можно перераспределять, усиливать коррекционную область, но по поводу уменьшения часов нужно нам еще немножечко в этом плане проконсультироваться. Так, смотрим, что обучающимся предоставляются академические права на обучение по учебному плану, в том числе на ускоренное обучение. Но это, значит, то, что касается детей с ОВЗ, мы можем говорить вот в рамках, например, статьи 10-8, да, обучающиеся, которые не ликвидировали задолженности установленные сроки, переводится на обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Опять же, здесь должен хорошо работать консилиум образовательной организации, и умалять роль консилиума не стоит. И наоборот, нужно развивать эту деятельность внутри образовательной организации и на основе нормативных документов, скажем так, во взаимодействии с родителями, с педагогами, с психолого-медико-педагогическими комиссиями работать в связке и детям помогать, насколько это возможно. О спектре адаптированных образовательных программ. На уровне дошкольного образования могут быть, видите на экране, те адаптированные образовательные программы, которые, в принципе, в дошкольном образовании могут иметь место для глухих детей раннего и дошкольного возраста, для слабослышащих и поздно оглохших детей раннего дошкольного возраста, для тех, кто перенес кохлеарную имплантацию, для слепых, слабовидящих детей с амблиопией, косоглазием, тяжелыми нарушениями речи, нарушениями опорно-двигательного аппарата, ЗПР, умственной отсталостью различной степени, со сложным дефектом, с расстройством аутистического спектра и для диагностических групп раннего и дошкольного возраста. Примерно адаптированы основные общеобразовательные программы, размещены в реестре основных образовательных программ, и адрес вы этот видите, и можете, в принципе, за основу брать те программы, которые там есть. Варианты адаптированных образовательных программ вы видите уже по начальной ступени, по ступени начального общего образования. Видите, тут уменьшается, да, спектр. Это глухие, слабослышащие, поздно оглохшие, слепые, слабовидящие с тяжелыми нарушениями речи, НОДА, ЗПР, РАС. И, кроме того, умственно отсталые такие вот адаптированные образовательные программы, варианты 1-2. Здесь на таблице видно хорошо, что варианты могут быть не в полном спектре от 1 до 4. Да, для разных адаптированных образовательных программ варианты колеблются, да, от 1 до 4.
каждая адаптированная образовательная программа имеет варианты, смотрим, да, 1.1, 2.3, 2.1, 3.1 и так далее, да. В рамках первого варианта это обучающийся, получающий образование, полностью соответствующее по итоговой аттестации, по итоговым достижениям, тем здоровым сверстникам, и находится в их среде, и в те же сроки выполняет те же нормативы, то есть с 1 по 4 класс. Второй вариант, он пролонгированный на 5 лет для тех, кто получал дошкольное образование, и на 6 лет тех, кто не получал дошкольное образование. Вариант 3 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, легкой умственной отсталостью, интеллектуальным нарушением, получают образование, которое не укладывается, да, с 1 по 5 класс, получается, они, да, пролонгированные сроки. И на основании данного варианта создается начального общего образования, которое при необходимости индивидуализируется СИПРами, да, который может быть создан несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие особенности, потребности группы отдельных, вот тут пример, да, глухих обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 4. Обучающийся с умственной отсталостью, умеренной, тяжелой, глубокой, тяжелыми множественными нарушениями речи. Пролонгированные сроки с 1 по 6 класс. На основе данного варианта организации разрабатываются специальные индивидуальные программы развития СИПР, учитывающие индивидуальные образовательные потребности. Структура адаптированной образовательной потребности, структура адаптированной программы начального общего образования, в принципе, как и если по ВГОСам смотреть, да, любая программа, да, состоит из 3 частей, разделов: целевой, содержательный раздел, организационный раздел. Содержательный раздел включает программу формирования УД в зависимости от варианта адаптированной образовательной программы отдельных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов неурочной деятельности, программы духовно-нравственного, формирования экологического, здорового и безопасного образа жизни, программы коррекционной работы, программы неурочной работы. Что в структуре может быть требования к структуре адаптированной образовательной программы начального общего образования снова в ГОС. Адаптированная АОП-НО, обучающаяся с ОБЗ, разрабатывается на основе ГОС с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей. Структура учитывает все возрастные, психологические, индивидуальные особенности, особые образовательные потребности обучающихся с ОБЗ. Тут нужно и по положению тоже, да, посмотреть порядок. Определение варианта адаптированной образовательной программы для обучающихся с ОВЗ определяется по заключению ПМПК. То есть для того, чтобы определить вариант, необходимо пройти ПМПК. И, соответственно, если ребенок инвалид, то и его сведения из ЭКРА тоже должны учитываться. И обязательно учитываться мнение родителей при выборе варианта. Адаптированная программа для обучающихся с ОВЗ самостоятельно разрабатывается в соответствии с стандартом и с учетом примерной адаптированной программы начального образования, утверждается организацией. Опять же, мы здесь ориентируемся и на федеральный закон об образовании. На основе стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей образовательной деятельности один или несколько вариантов адаптированной образовательной программы начального общего образования с учетом особенностей и потребностей обучающихся с ОБЗ. Реализация программы адаптированной может быть организована совместно с другими обучающимися, либо
в отдельных классах, либо в группах, либо в образовательных организациях. Мы, в принципе, об этом раньше уже сказали. Что еще можно сказать по требованиям к АОП начального общего образования? В процессе освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования сохраняется возможность перехода обучающегося с одного варианта на другой. И перевод с одного варианта на другой может быть по рекомендации ПМПК и с учетом мнений родителей. В спорных ситуациях, когда мы сомневаемся между вариантом 1 или 2 на момент поступления ребенка в школу, то следует, конечно же, выбирать более сложный вариант, то есть вариант 1, и давать возможность ребенку на зону ближайшего, скажем так, развития, дать шанс ребенку развиваться. Если же возникает вопрос о том, что ребенок не справляется, то можно уменьшить, скажем так, нагрузку на ребенка и дать вариант 2. То есть тут будет неоднократное посещение психологии медико-педагогической комиссии, может даже и в течение года. В случае, если обучающийся не достигает минимального уровня овладения предметными результатами по всем или большинству учебных предметов в течение года, например, по варианту 1.1, то по рекомендации ПМПК и согласия родителей и законных представителей организация может перевести обучающегося на обучение по пролонгированной программе 2. Но в этой области должен поработать психолого-педагогический консилиум образовательной организации. Вот также про задолженности, да. Обучающаяся, не ликвидировавшая в установленные сроки академическую задолженность с момента ее образования, по усмотрению их родителей, законных представителей, оставляется на повторное обучение, переводится на обучение по другому варианту в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. При наличии значимых продвижений обучающегося с умственной отсталостью, например, да, в соответствии с освоением адаптированной образовательной программы, может быть поставлен вопрос о переводе обучающегося на, вот, допустим, он, если был на варианте 5.4, то может перейти на вариант 5.3 или 5.2. Но здесь, опять же, должны быть медицинские показания четкие. И, соответственно, если мы говорим об умственной отсталости, то здесь врач-психиатр влияет на смягчение, скажем так, программы или ее изменение, короче говоря. Да? Адаптированная образовательная программа. Прошу обратить внимание на письмо Министерства просвещения Российской Федерации о программах основного общего образования от 14 августа 2020 года, номер ВБ 161207. И мы видим, что на уровне основного общего образования у нас количество вариантов уменьшается, либо 1, либо 2, и перед глазами у вас адрес сайта, где можно скачать и познакомиться с примерными адаптированными образовательными программами, которые могут лечь в основу для разработки программ внутри вашего учреждения. На уровне среднего общего образования уменьшается количество, то есть мы уже здесь не видим ЗПР и тяжелых нарушений речи. Для тех детей, которые имеют выраженное нарушение интеллекта и ранее не получали образование, есть адаптированная образовательная
программа образования обучающихся с выраженными нарушениями интеллекта, ранее не получавшими это образование. Программа размещена, вы адрес тоже видите. Надеюсь, что данная презентация будет вам доступна для скачивания. Там этот адрес можете увидеть. Если нет, то на сайте нашего центра мы разместим презентацию, там можно скачать. Кроме того, для детей, которые имеют статус ОВЗ и умственная отсталость, у них дальнейшее профессиональное образование будет связано с программой профобучения. И для среднее профессиональное образование, программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена доступны в рамках адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования для глухих обучающихся, слабослышащих, поздно оглохших, слепых, слабовидящих, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата и расстройство аутистического спектра. Ну и высшее образование также. Предоставление услуг тьютера по сопровождению обучающихся с инвалидностью. То есть нужно обратиться к приказу Минтруда России от 10 января 2017 года, номер 10М, утвержден профессиональный стандарт ими, специалист в области воспитания. И здесь тьютеры по сопровождению обучающихся и с инвалидностью и УВЗ. Тьютер – педагогический работник. Тьютер – это педагогический работник, участвующий в разработке и реализации образовательной программы. И в должностные обязанности тьютера входит педагогическое сопровождение и реализация индивидуальных образовательных маршрутов, организация образовательной среды для реализации индивидуальных образовательных маршрутов с учетом особенностей детей, индивидуальных их возможностей, состояния здоровья, организационно-методические обеспечение реализации индивидуальных маршрутов образования, адаптированных образовательных программ обучающихся. И осуществлять тьютер, осуществляет такое общее тьютерское сопровождение и реализация адаптированных программ, контролирует, разработана ли программа адаптированная для тех или иных направлений, да, как она реализуется, как создаются и поддерживаются специальные условия. И тьютер положен, скажем так, для таких детей с нарушениями зрения слепых, для детей с расстройствами аутистического спектра, для детей с умственной отсталостью, умеренной и тяжелой. Для этих детей полагается тьютер. И тьютером может быть и педагогический работник, наделенный полномочиями и обязанностями тьютера. Не обязательно, что вот будет за каждым ребенком закреплен тьютер. Это может быть и в классе педагог, да, понятно, на которого функция возложена. Предоставление ассистента-помощника по сопровождению обучающихся с УВЗ и с инвалидностью. Ориентируемся на приказ Минтруда 12 апреля 2017 года, 350М. Ассистент-помощник в техническом плане инвалидам и лицам с УВЗ при нарушении к самообслуживанию, передвижению, ориентации в пространстве, к общению. И должностные обязанности ассистента-помощника заключаются именно в этом, в том, чтобы довести до образовательной организации, сводить там, места, где можно гигиенические, да, всякие разные действия, да, осуществить, помогать передвижениями внутри образовательной организации, обеспечение коммуникации, общения и в записи каких-то заданий там, и так далее. Да. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата положен ассистент-помощник. Для детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития, с нарушениями зрения. Ну вот,
И вся эта информация будет доступна и на сайте нашего центра, и на сайте в разделе «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия». Я думаю, что если вопросы возникают, и не думаю, что у нас будет много времени на то, чтобы вам ответить вот именно в чате или вот сейчас онлайн. Поэтому мы все вопросы запишем и документально ответы вам выложим в разделе «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия», или же вы можете с нами сотрудничать в индивидуальном порядке по телефону 301-357, добавочно тут написано Татьяна Александровна, к сожалению, сейчас не на месте, 203, можете позвонить по телефону 301-357, добавочный 214, например, 216, да? Или написать письмо по электронной почте. Ну, весь чат мы скачаем, проанализируем все вопросы, которые были озвучены. За неимением времени и хорошего зрения я, к сожалению, на чат внимание не направляла свой. Но все ответы, вопросы будут с ответами, не переживайте. Вот, в ближайшее время. И таким образом, либо вы с нами связываетесь по телефону, либо мы в разделе «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия», либо в рамках Республиканского методического объединения педагогов-психологов и социальных педагогов, которые, в принципе, возглавляем, мы ответы эти озвучим. То есть, спасибо вам за то, что были с нами. Сейчас я слово передаю Ольге Валерьевне Борисовой, специалисту ЦПМПК, а также методисту нашего отдела психолого-педагогического сопровождения и социально-профилактической работы Республиканского центра психолого-педагогической медицинской и социальной помощи. Пожалуйста, есть слово. Ну что, вот так вот, наверное, сделать. Ой, неудобно. Чуть-чуть вас подвину. Ага. Спасибо большое. Всем добрый день. В дополнение к тому, о чем вещала Юлия Валентиновна, я бы хотела добавить еще несколько слов об организации работы консилиума в образовательной организации. Да? Так, сейчас я включу презентацию. К сожалению, в настоящее время наблюдается тенденция к увеличению числа детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью, а значит и актуализируется вопрос обучения таких детей. Ведь в процессе у них возникают трудности в организации своей учебной деятельности, адаптации в коллективе, связаны в первую очередь, конечно, с особенностями их физического и интеллектуального развития. Безусловно, необходимо учитывать особенности здоровья ребенка и создавать достойные условия для обучения, которые будут соответствовать его индивидуальным особенностям и потребностям. И психолого-медико-педагогическая комиссия и психолого-педагогический консилиум являются важными субъектами в системе психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей с инвалидностью. Консилиум может быть психолого-педагогическим и психолого-медико-педагогическим в зависимости от того, входит ли в его состав медицинский работник, врач. Согласно распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 9 сентября 2019 года под номером Р-93 об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации, в любом образовательном учреждении, вне зависимости от его организационно-правовой формы, может и должен быть создан консилиум, являющийся своего рода формой взаимодействия руководящих и педагогических работников с целью создания
оптимальных условий обучения, развития, адаптации, социализации обучающихся посредством психолого-педагогического как раз сопровождения. Работа консилиума направлена на решение следующих задач. Первое – это выявление трудностей в освоении образовательных программ, социальной адаптации, поведения обучающихся, выявление особенностей в их развитии. Далее это разработка непосредственно рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Затем консультирование всех участников образовательных отношений по вопросам психофизического состояния и возможностей обучающихся, а также содержание, оказание им помощи, создание условий для получения образования. И последнее – это контроль за выполнением рекомендаций консилиума. Кроме того, мы помним, что специалисты консилиума ведут и готовят документацию, отражающую оценку уровня актуального развития детей, динамику их состояния, уровня учебной успешности, готовят характеристики или представления для представления в ПМПК, да, психолого-медико-педагогическую комиссию. Консилиум создается на основе приказа руководителя образовательной организации и осуществляет свою деятельность на основе положения о консилиуме, утвержденного руководителем образовательной организации, на которого и возлагается общее руководство, да, консилиума. В состав консилиума входит председатель. Председателем может быть руководитель или заместитель руководителя образовательной организации, заместитель председателя консилиума в лице заместителя руководителя образовательной организации или специалиста из числа членов комиссии. Педагог, психолог обязательно, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный педагог и секретарь. Секретарем может быть как отдельное лицо, да, отдельный человек, или им может быть один из специалистов, который входит в состав консилиума. В консилиум могут обратиться, да, через журнал обращений, могут обратиться родители или законные представители ребенка или любой педагогический работник с их согласия, да, с согласия родителей или законных представителей. В случае, если у ребенка имеются трудности в освоении образовательных программ, или в случае, если ребенку необходимо обследование специалистами, или в случае перед тем, как идти на психолого-медико-педагогическую комиссию, в случае, если уже есть заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в которой отражена, да, дана рекомендация по адаптированной образовательной программе и есть рекомендация по сопровождению, да, данного обучающегося педагогом, психологом, учителем, логопедом или учителем-дефектолога. Вот. И еще хотела бы добавить пару слов о том, как вообще организуется, да, работа. И добавить, что периодичность проведения заседаний консилиума определяется запросом учреждения на обследование и организацию, да, психолого-педагогического сопровождения обучающихся и отражается в графике проведения заседаний. Заседания, в свою очередь, подразделяются на плановые и внеплановые. Плановые заседания проводятся в соответствии с графиком проведения, но не реже одного раза в полугодие с целью динамики обучения и коррекции для внесения при необходимости, конечно же, изменений и дополнений в рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения обучающихся. Внеплановые заседания проводятся при зачислении нового обучающегося, нуждающегося в психолого-педагогическом сопровождении, при отрицательной или положительной динамике обучения и развития,
какого-то из обучающихся, да. При возникновении новых обстоятельств, влияющих на обучение и развитие, обучающийся в соответствии с запросом родителей или законных представителей, ну, и любых других педагогических и руководящих работников учреждения. Ну и вообще с целью как бы решения широкого круга вопросов для решения, например, вопроса о внесении изменений в программу коррекционной работы в случае ее неэффективности или для решения вопроса о рекомендации по переходу на обучение по индивидуальному учебному плану и так далее. Процедура и продолжительность обследования определяются исходя из задач самого обследования, а также возрастных и психофизических особенностей обследуемого обучающегося. Ранее я уже озвучила, в каких ситуациях могут обратиться в консилиум, а значит и его работа, по большому счету, может строиться в двух направлениях, да, так скажем. При приеме в образовательную организацию ребенка с ограниченными возможностями здоровья, когда имеется заключение психолого-медико-педагогической комиссии, и при выявлении педагогическими работниками через наблюдение или составление педагогической характеристики обучающегося с особыми образовательными потребностями. Так вот, при приеме ребенка, да, с ОВЗ и с заключением на руках уже психолого-медико-педагогической комиссии, нужно помнить, что не забывать, что заключение психолого-медико-педагогической комиссии должно храниться в личном деле обучающихся, и в этом случае родители, законные представители, пишут на имя директора заявление о проведении обследования. При выявлении, да, вот во втором случае, при выявлении обучающегося с особыми образовательными потребностями, специалисту необходимо письменно проинформировать родителей и законных представителей об имеющихся трудностях у обучающегося. Дальше вы на слайде видите, как строится работа, да, то есть как выглядит ход работы. Он один и тот же для обоих случаев. Ну, да, если коротко пробежаться, то первое, что делается, фиксируется обращение к специалистам консилиума через журнал обращений, берется письменное согласие родителей или законных представителей на проведение обследования. Заседание консилиума проходит в присутствии их, да, в присутствии родителей, законных представителей. И во время обследования каждым специалистом составляется заключение и разрабатываются рекомендации. А вот далее уже обсуждаются результаты обследования ребенка и составляется коллегиальное заключение консилиума. В самом заключении фиксируется обобщенная характеристика и рекомендации по организации психолого-педагогического сопровождения. Ход заседания фиксируется в протоколе, который оформляется не позднее 5 рабочих дней после обследования и подписывается всеми участниками заседания психолого-педагогического консилиума. Родители, законные представители имеют право принимать участие в обсуждении результатов освоения содержания образовательной программы, комплексного обследования специалистами консилиума. И последнее, да, о чем нужно помнить, коллегиальное заключение консилиума подписывается всеми членами и доводится до сведения родителей, законных представителей в день проведения заседания, а до педагогических работников и специалистов, непосредственно работающих с данным обучающимся, в течение 3 рабочих дней после проведения заседания. Так вот, в первой ситуации, да, рекомендации консилиума реализуются на основании письменного согласия родителей и законных представителей, а во втором случае, тогда, когда мы отправляем ребенка, да, на психолого-медико-педагогическую комиссию, мы обязательно даем письменные рекомендации обратиться
родителям, да, законным представителям, даем письменные рекомендации обратиться в ПМПК для уточнения образовательного маршрута, оформляем представление на обучающегося, которое выдаем родителям или законным представителям под их роспись. И вообще весь пакет документов для ПМПК выдаем под роспись родителей, а второй экземпляр документов с печатью и подписью директора и с отметкой о том, что родитель согласен с рекомендациями, остается в психолого-педагогическом консилиуме, простите. А в случае несогласия родителей или законных представителей обучающихся с коллегиальным заключением консилиума, они выражают свое мнение в письменной форме в соответствующем разделе заключения. А образовательный процесс при этом осуществляется по ранее определенному образовательному маршруту в соответствии с соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. Ну, за неимением огромного количества времени, к сожалению, да, я подробно не буду рассказывать о каждом из этих пунктов, но вот вы можете на слайде увидеть ту документацию психолого-педагогического консилиума, которая должна обязательно быть. Но в ходе своего выступления я уже многие из них озвучила, да, многих из них упомянула. Приказ о проведении, приказ о создании консилиума, положение о консилиуме, график проведения заседаний, журнал обращений, журнал учета заседаний, журнал регистрации коллегиальных заключений, протокол заседания, карта развития обучающегося, получающего психолого-педагогическое сопровождение и журнал направлений тех обучающихся, которых мы отправляем на психолого-медико-педагогическую комиссию. Ну, вот позволю себе поподробнее остановиться на карте развития обучающегося, да, вот в карту что находится в этой карте? В карте развития находятся результаты комплексного обследования, характеристика или представление педагогическое на обучающегося, коллегиальное заключение консилиума, копии направлений на ПМПК, согласие родителей, законных представителей на обследование и психолого-педагогическое сопровождение ребенка. Вносятся данные об обучении ребенка в классе или группе, данные по коррекционно-развивающей работе, проводимой специалистами психолого-педагогического сопровождения. Карта развития хранится у председателя консилиума и выдается руководящим работникам, педагогам или специалистам, работающим с обучающимся по требованию. Да? Вот. Так, вот опять же, Юлия Валентиновна уже упомянула о том, что да, данные презентации будут доступны для скачивания, поэтому вы сможете на следующих слайдах, которые здесь представлены, ознакомиться, да, так коротко, в двух словах, так сказать, вот как раз с той документацией консилиума, которая должна быть, да. И я быстренько пробегусь, чтобы вы увидели, что должно быть отражено в каждом из этих документов. Как выглядит протокол заседания, коллегиальное заключение консилиума, характеристика учителя, да, на обучающего, испытывающего трудности в обучении, или характеристика учителя на обучающего с ограниченными возможностями здоровья или ребенка-инвалида. Вот. Ну, на этом слайде, да, уже конечном, так сказать, представлена некоторая информация о том, как должны взаимодействовать психолого-медико-педагогическая комиссия и психолого-педагогический консилиум. А их взаимодействие является неизбежным и необходимым, да, условием для оказания эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям с инвалидностью. Опять же, да, если в двух словах, то взаимодействие может осуществляться по телефону, электронной почте, через форму обращения на сайте ПМПК, посредством официальной деловой переписки или посредством предоставления консультаций через очные встречи или вот как в сегодняшнем, да, формате нашего общения, в формате вебинара или каких-то видеолекций.
Во-вторых, при взаимодействии должна предоставляться, ну, это я такие, да, основополагающие моменты сейчас вам озвучу, предоставляться корректная информация об обучающемся, которая будет отражена в заявке или направлении от образовательной организации с печатью и подписью директора, в заключении консилиума или специалиста, осуществляющего психолого-педагогическое сопровождение, педагогической характеристики обследуемого, содержащие актуальные на момент обследования и сведения о результатах освоения образовательной программы, опять же, с печатью и подписью директора, копиях диагностических и контрольных работ обучающихся, заверенных руководителем образовательной организации. Не забываем и про рабочие тетради, обязательно, да, желательно тетрадки по контрольным, да, работам по русскому языку, математике. Для детей дошкольного возраста это результаты самостоятельной продуктивной деятельности, рисунки, поделки и так далее. В-третьих, специалисты психолого-медико-педагогической комиссии и психолого-педагогического консилиума должны однозначно, да, в одном русле, так сказать, понимать заключения, рекомендации друг друга, а для этого необходимо использовать корректные и точные формулировки, ну, а также никуда от этого мы не денемся, систематически повышать уровень квалификации специалистов. В-четвертых, члены психолого-медико-педагогической комиссии, но это уже касается конкретно нашей работы, да, должны владеть полной информацией о какой-либо образовательной организации. Для этого мы запрашиваем, а специалисты консилиума предоставляют общую информацию о школе, информацию о реализуемых образовательных программах, информацию о службе психолого-педагогического сопровождения, да, кадры, допустим, порядок, режим работы и так далее. Ну и любую другую информацию о созданных специальных условиях получения образования. В-пятых, согласно приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 года, номер 1082, пункт 12 положения о ПМПК, вот зачитаю, да, дословно. Комиссия имеет право осуществлять мониторинг, учет и рекомендации комиссии по созданию необходимых условий для обучения и воспитания детей в образовательных организациях, а также в семье, согласие родителей и законных представителей детей. Вот. Порядок проведения мониторинга уже, в свою очередь, определяется на уровне субъекта. На этом, наверное, да, Юлия Валентиновна, и я закончу, и, уважаемые коллеги, закончу свой доклад. Я не знаю, как поступить, передать. Если есть вопросы... Вы их обязательно напишите в чат. Обязательно напишите в чат, мы все вопросы для себя скачаем, скопируем, перепишем и на них ответим. А сейчас мы заканчиваем семинар или как-то передаем слово организаторам? Я немножко не уловила этот момент. Уважаемые коллеги, всем спасибо, что вы сегодня нас слушали, общались. Мы обязательно все вопросы ваши воплотим, скажем так, в ответы, и все будет во взаимодействии, в тесном сотрудничестве консилиумов, ПМПК. Обращайтесь в центр, телефон 301-357. Наш адрес Пушкина, 89. Приходите, будем рады вас видеть и общаться. И все ваши вопросы, касающиеся индивидуальных учебных планов и других вопросов по развитию, обучению, воспитанию детей с УБЗ, с инвалидностью. Все мы решим вместе сообща, чтобы было все правильно, корректно и на пользу детям. Всем спасибо большое за участие. До свидания.